Повесть о светлом мальчике. Рассказ Степана Сырыгола повествует о судьбе мальчика Ангерола, который вырос на чабанской стоянке в Вавюрском Кажуне. Это история о начале 20 века в феодальной Туве. Смерть, голод, нищета, удивительные захватывающие приключения, кочевой быт и первозданная природа Тувы. Это все увидим мы, зрители, глазами ребенка. Повесть о светлом мальчике – настоящая энциклопедия жизни тувинского народа. Рассказ Степана Сырыгола будет экранизирован. Съемочная группа в самом разгаре съемочного процесса. Съемки идут, больше половины уже отсняли. И все здесь работают. Понимаем, что многие устают. Понимаем, что сроки у нас очень сжатые. И все работают в, скажем так, максимально мобильном состоянии. Здесь, в Вавюрском районе, на родине Степана Сырыгола, проходят долгожданные съемки. Задействовано более 40 человек. Актеры, операторы, звукорежиссер, ассистенты, осветители, художники, костюмеры, декоратор. Это будет большой художественный фильм. Над каждой сценой работают до последнего, чтобы конечный вариант фильма выглядел достоверно, чтобы зритель поверил и прочувствовал историю Ангерола. Сделали очень хороший каст, на мой взгляд. То есть все актеры, они соответствуют там своим персонажам, характеру. Актеры с поставленной задачей справляются, то есть они сцену отыгрывают хорошо, нормально, вот как бы это, то есть вот. И в целом у нас дублей на каждый кадр не так много, то есть вот в среднем это по 4 дубля. Виталий Петров, режиссер, сценарист фильма, руководит всем съемочным процессом, доводит свое видение и идеи до каждого человека в команде. В съемках принимают участие именитые актеры и заслуженные артисты Тувы: Айдыс Даржай, Уран Мангуш, Арлан Аюн. Мы не ограничиваемся какими-то конкретными определенными задачами, а помогаем друг другу, потому что команда небольшая, но очень творческая, разноплановая, и очень здорово, что за такие короткие сроки и в таких условиях экспедиционных мы нашли общий контакт, и мы стараемся с утра до вечера работать, не покладая рук, и надеемся, что будет результат очень хороший при такой команде. Сцена 13, каждый день, дубль 1. Съемочная группа отрабатывает по 10-12 часов в день. В экспедиционных условиях с непредсказуемой погодой и в живописных пейзажах работает команда энтузиастов. Собрались настоящие профессионалы своего дела. Специалисты из Москвы, Башкортостана, Мариэла, Андрей Огородников, Артур Абдульманов, Сергей Косяков. Опытные киноделы, участники и победители международных фестивалей. Уникальность в том, чтобы сохранить культурный код данного народа, национальности, и это всегда ответственно перед зрителем, потому что это основано на документах, на этнографических данных. Это реальный человек, и есть очень многие любители и последователи данного автора. И здесь нельзя ни в коем случае как-то пренебрегать этой историей, культурой, потому что это останется после нас. Андрей Огородников считает, что самое главное в кинопроизводстве – это люди. И все зависит от команды, сплоченности, общей идеи. И с такой первоклассной командой проект точно завершится успешно. Да, очень интересно проходят съемки. Ну, тут иногда в съемках, конечно, много дублей, но мне эти съемки нравятся. Ну, да, Ангерол. Ну, я немного похож на Ангерола, честно говоря. Иногда очень я узнаю себя и играю практически себя в некоторых ситуациях там. Звезда фильма, исполнитель главной роли Дидимол Даржай на съемках чувствует себя как рыба в воде. Вначале было очень сложно ориентироваться на съемочной площадке, зато сейчас мальчик хорошо отыгрывает даже сложные эмоциональные сцены. Здоровская команда, много молодых ребят. Радует, что тувинское кино развивается. Тут много историй, которых еще мы не знаем. Тут практически девственная для киномира природа. Мы ее открываем и наслаждаемся этим.
Наша съемочная группа попала на одну из самых сложных сцен – выпас отары овец. И, как говорится, сложно снимать фильмы про детей и животных. А если они в кадре вместе, это вдвое трудоемкий процесс. Добрая половина дня ушла на съемку одного фрагмента. Пришлось потрудиться, чтобы заставить овец двигаться в нужном направлении. Но завораживающие кадры были отсняты. Больше всего поражает меня игра актеров. Там драматические сцены, веселые сцены. Смотришь их, прям и грустно становится, и весело становится. Хорошо передаются эмоции. Юные ассистенты, ученики школы креативных индустрий берут все, что могут от уникального шанса в работе с опытными киноделами. Правильно выстроить звук, поставить свет, настроить камеры. Настоящее кино снимается сложно. Такие практические знания останутся на всю жизнь. Даже самые маленькие актеры с любопытством смогли поработать с камерами. Низко. Вот. Выше. Вся команда с особым трепетом относится к производству киноленты, ведь фильм станет частью истории. Важно передать атмосферу начала 20 века, показать живых людей, нашу многогранную культуру в разрезе непростого для Тувы времени. С нетерпением ждем премьеры фильма, которая состоится осенью. Со съемок повести о светлом мальчике. Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.